Еще один большой шаг в развитии социальной сферы Малгобека и обеспечении качественного дошкольного образования в городе. Строительство нового садика в первом микрорайоне началось в марте прошлого года. Все работы подрядная организация завершила в обещанные сроки. Сегодня новое, красивое и современное здание готово принять 190 маленьких малгобекчат. У нас пирожные, пицца. Вот они, сокровища нации и ее будущее. Юные красавицы уже успели оценить созданные условия в садике. Как истинные хранительницы очага, первым делом взялись за готовку и разбили стереотип о том, что на кухне двух хозяек не бывает. Здесь очень красиво. Мне нравится все. Расскажите о своих новых подружках. У меня есть Амина, Айша, еще одна Айша, Хадижа, еще одна Хадижа и Пятимат. Какие эмоции вы испытываете? Веселый. Красивый у вас садик? Да. А что понравилось больше всего? Садик. А воспитателей своих уже узнали? Да. Какие они? Строгие, хорошие? Хорошие. А вот Мухаммаду Чербежеву не до игр, время зря не теряет и готовится к торжественному открытию садика. Сейчас оттачивает элементы национального танца. Как настоящий горец, держится серьезно и намерен достойно принять почетных гостей. Можно нам показать пару приемчиков? Ну, пару приемчиков можно. Ну, покажи. Ну, я только могу задержаться на 5 минут. Такой танец там вот. То есть это ингушский танец у тебя сегодня, да? Скажи, какое у тебя настроение? У вас сегодня открывается новый садик. Ну, хорошее настроение, чтобы садик открылся, детишки были рады, игрались. Ну, садик это очень круто, если он даже открыться может будет сейчас можно открыть. И он действительно уже готов к открытию. Садик «Сокровища нации» построен в рамках государственной программы развития образования. Игровые, спальные группы, пищеблок, столовые зоны, собственный национальный музей, актовые и спортивные залы, медицинский кабинет, санузлы на каждом этаже. Для полноценного дошкольного образования, комфортного и интересного времяпрепровождения детей созданы все необходимые условия. Программы нового садика позволят раскрыть творческий, спортивный потенциал дошколят, воспитать детей в лучших национальных традициях. Создана площадка для ПДФ, то есть дети будут обучаться правилам дорожного движения. Также у нас группы, все группы. Есть старшая подготовительная группа, где мы детей будем выпускать к школе. И есть ясельная группа, где дети с 1,5 года могут спокойно посещать. У центрального входа установлена монументальная плита, свидетельствующая об открытии садика в год столетия ингушской государственности. Разделить знаменательное событие с воспитанниками детсада и местными жителями приехала глава Ингушетии. Детишки усердно готовились встретить почетных гостей, надели свои лучшие наряды и делятся улыбками, праздничным настроением. Цель «Сокровища нации» – воспитать достойное продолжение. Махмуд Али Макшарипович поздравил дошколят, воспитателей и родителей. Отметил, все, что касается детей, их образования, развития, является ключевым направлением деятельности органов власти. Красота в будущем. Вот она сидит, будущее наше. Вы очень красивые, талантливые. И я думаю, что вам ваши педагоги, воспитатели преподадут те знания и опыт, которые у них есть. И если вы будете прислушиваться, вы очень многого добьетесь. Вы многих мам обрадовали. Хотя бы какую-то часть дома они время будут проводить, занимаясь собой, хозяйством. А вы здесь будете, и они будут спокойно. По указу президента Владимира Владимировича Путина по нацпроекту демографии, образование, вот идет вот это строительство у нас. Темпы такие, которые мы взяли на себя обязательства. Самое главное, что это во благо детей наших, во благо республики в целом нашей. Я вас поздравляю и думаю, что у вас в этой жизни, начиная с этих дней, которые вы здесь проводите, пусть будет
Все хорошо, будьте счастливы, дети. Далее для гостей провели экскурсию по зданию. Во время обхода учреждения глава Ингушетии особое внимание уделяет мерам безопасности для детей. В школе предусмотрены пожарная сигнализация, аварийные выходы, ведется круглосуточное видеонаблюдение. Вот стоят специально перегородки двери, все красиво. Сразу выключается, да? Очень хорошо, автоматически, да. Все чисто, все красиво. Сохраните это. За последние 5 лет в Ингушетии открыто более 40 детских садов. Этот сад построила подрядная организация «Интека». Глава республики в разговоре с застройщиком подчеркнул, прежде всего нужно помнить о том, что эти соцобъекты возводятся для народа, для наших детей, и строить их качественно. Кто не будет работать правильно или бросил, ушел, черный список. И ни один объект, даже курятники не давать строить. Это мой принцип. Понимаете, никто не должен позволять себе в ущерб объекта школы, детского сада, больницы. Бросили, ушли. Поэтому сегодня достраивали 25 объектов. Да, Игорь? Да. 25 объектов достраивали. Слушайте, бюджета нет. И мы с фонда собирали деньги, чтобы достроить. На совесть выполнены не только внутренние работы, но и благоустройство дворовой территории. Отстроены котельная, трансформаторная подстанция, установлены детские качели, спортплощадки, теневые беседки, песочницы, лавочки, урны освещения. Нет проблем с подъездной дорогой и парковочными местами. Кстати, у нас еще предусмотрен пандус. У нас есть это место для инвалидов, куда они могут спокойно подъехать, подняться. Все условия для этого созданы. Открытие садика «Сокровища нации» стало большим подарком для жителей первого микрорайона. Все эти годы им приходилось возить своих детей в другие районы города, а некоторые из-за отсутствия транспорта, возможности преодолевать большие расстояния, нехватки дошкольных мест и вовсе не могли отдать детей в сад. Садик шихозие, ценные хозие, находик буохчер барш. Его открытие позволило не только сократить очередь в детские сады города, но и создать дополнительные рабочие места. 80% персонала – жители первого микрорайона. Я здесь не только воспитатель, но еще мама одного из дошколят. И очень удобно, да, что с собой забираю ребенка сразу. Когда ухожу домой, сразу его же забираю. Не нужно тратиться на того, чтобы нанимать каких-то там нянечек. Мы очень рады, что на территории первого микрорайона построили садик, что нам не нужно больше никуда ездить. Детсад «Сокровища нации» буквально стал ценным кладезем для местных жителей, которые без сомнений доверили самое большое свое богатство – детей. Всего в садике на данный момент сформированы 9 групп. В списке дошколят уже 173 ребенка, которые уже настроены весело скатываться с горок, рисовать, танцевать, шуметь в игровых и просить добавку в столовой. Дети пусть играются, этот садик просто потрясающий. Вырастут, когда пойдут в школу. Ну, всем до свидания и всем пока. Все, уевай камеру. Диана Дударова, Сулейман Костоев, Магаз 24.